Доброе утро, дорогие телезрители. Начинаем новый рабочий день. И очень знаменательно, что это всего лишь второй день осени. И сегодня первый раз многие детки пошли именно на учебные занятия. Поэтому желаем, чтобы первый учебный день был у всех непременно успешным. Ну и, конечно, желаем вам бодрого, отличного утра. Готовьтесь к школе, к учебе, к работе. Ну а мы, соответственно, с Вероникой постараемся сделать ваше утро по-настоящему активным и бодрым. Сегодня у нас много интересных тем и отличные, прекрасные гости. Но я думаю, что Ну и, самое конечно, актуальное... наши актуальные рубрики. Да. Ну а самое актуальное с утра пораньше, это, конечно, узнать, что же у нас за окном, чтобы и себя подготовить, ну и ребенка в школу собрать. Итак, в центральных районах сегодня 11-22 выше 0, в Заречной группе 13-21 со знаком плюс, в южных плюс 11, плюс 21, в Вилюйской группе 11-20 выше 0, в Нижнеленских 9-18 выше 0, в западных плюс 11, плюс 20, в Нижнеленских 9-18 со знаком плюс, в Калмыцкой группе Улусов плюс 6, плюс 14, в Янских плюс 4, плюс 10, на северо-западе 5-12 градусов тепла, в Якутске в 6 часов утра температура составила 14 градусов, атмосферное давление 743 мм ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем солнечно, ветер северо-западный от 3 метров в секунду. Но температура еще практически летняя, плюс 21 градус. Ну, слушай, погода прям радует. И вчера было такое хорошее 1 сентября. Главное не сглазить, да, чтобы у нас Ну да, будем подольше. стараться. Итак, июнь был холодный, надеюсь, сентябрь будет теплый. Ну а мы продолжаем. Пассажиру самолета, выполняющего рейс Алматы-Ташкент, жителю Казахстана Данияру Шайкмелову посчастливилось лететь в одиночестве. Как пишет сам Данияр в соцсетях, для стюардессы это был тоже первый опыт. На память пассажир запечатлел вот это фото, которое вы только что видели. Не, ну, по-моему, классно. Это мечта каждого. Представляешь, если ты не имеешь возможности там летать каким-то небольшим самолетом, бизнес-классом, чтобы лететь, правда, одному, и тут целый лайнер специально для тебя. Да, можно посидеть не только у окна, но и у всех, около всех окон. Да, со всех сторон рассмотреть все выходы и наслаждаться, что уделяют внимание только тебе, красивая стюардесса. Ну а мы сейчас спешим рассказать вам самые актуальные новости. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Открываем Россию заново. Именно так называется масштабная программа студенческих экспедиций, реализуемая в России. Ее цель – вовлечь молодежь в стратегическое волонтерство и поддержать культурные инициативы. В этом году экспедиция проходит и в Якутии. В путешествие отправились 11 студентов филологического факультета СВФУ. В течение 7 дней они посетят Покровскую Синскую школу, Ленские столбы и село Иланка. Проект реализуется Высшей школой экономики совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Цель нашей экспедиции – собрать диалектный материал мещетских говоров, провести ряд мероприятий в школах Хангаласского улуса, в Покровске, в Синске. И мы договорились со школами СОШ номер 1, СОШ номер 3 и 4 в Покровске. И также в Синской школе мы проведем мастер-классы по оберегам, подготовим спектакль по мотивам русских сказок, русского устья. И также проведем профориентационную беседу у старшеклассников. Жители и гости Якутска во время поездки на автобусе смогут прикоснуться к легендам города и душевным историям водителей с помощью аудиогидов. Социокультурный проект «Путь» запустили резиденты креативного кластера «Квартал труда» совместно с творческими сообществами города при поддержке ВБРФ и администрации городского округа. Проект включает 3 направления – аудиогиды «Легенды долины Туймада», «Якутск глазами водителей» на русском и якутском языках. Также в городских автобусах представят авторские работы молодых художников и визуальные образы, вдохновленные легендами и рассказами. В Усть-Алданском районе впервые порог школы переступили около 218 первоклассников. Например, на втором крупном по количеству учащихся в районе учебном учреждении в Мирюнской средней школе номер 2 в первый класс поступило 51 ученик. Ну а общее число учащихся теперь составляет около 500. Накануне первоклассники впервые оказались за партой, познакомились со своими классными руководителями, которые на протяжении 4 лет будут вести детей к знаниям и светлому будущему.
Сегодня у меня двое первоклассников, Джулстан и Розалина. Мы так поступили в первый класс именно к Надежде Ивановне Кутовцевой. Она учитель с большим опытом, с высшей категорией, и мы очень рады, что поступили именно к ней. Сегодня дети очень рады. Все для них новое, новая школа, новые дети. Мы спешим делиться последними новостями. Итак, установление самозапрета стало проще с 27 августа 2025 года. Установить и снять запрет на оформление кредитов и займов можно во всех офисах центра «Мои документы». Ранее это было доступно лишь на портале госуслуги. Также через МФЦ можно оперативно проверить сведения об установленных и снятых запретах. Подробнее об этом сегодня расскажет главный специалист клиентской службы центра «Мои документы» Диана Дмитриевна. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Диана, расскажите, что такое самозапрет на кредиты? Это добровольный отказ от кредитов и займов в банках или микрофинансовых организациях. С его помощью каждый человек с 1 марта 2025 года может отказаться от возможности получения кредитов или займов, тем самым обезопасив себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредиты на его имя через госуслуги. С 27 августа, как вы ранее упомянули, услуга предоставляется в бумажном виде через офисы центров «Мои документы». Информация о самозапрете вносится в кредитную историю человека. И в случае, если от вашего имени будет подана заявка, то банк обязан ее отклонить. Ну, а зачем вообще это нужно? Ну, то есть, казалось бы, вроде у нас все проверяется, все доступно, все понятно. Связано ли это с тем, что сейчас учтили случаи какого-то мошенничества электронного? Все верно. Данная мера может позволить не попасться в ловушки мошенников для потенциально подверженных их влиянию людям, например, пожилым гражданам. Далее, при утере паспорта или подозрении, что копия документа могла оказаться в руках мошенников, то лучше в том числе устанавливать самозапрет. Если вы планируете поездку за рубеж и планируете задержаться там надолго, в случае, если у вас, например, есть действующие уже кредиты, и вам не нужно, не нужно в дальнейшем оформлять кредиты, то можете тоже поставить самозапрет. И, конечно же, это еще дополнительно как защита от спонтанных покупок. Да, тоже есть такое, потому что запрет снимается сколько времени? Самозапрет снимается за 2 дня календарных. Это так называемый период охлаждения. В случае, например, если это мошенничество или импульсивная покупка. То есть, если я захочу купить тостер в кредит, мне надо будет 2 дня подождать, чтобы самозапрет снялся? Ну, не так плохо, потому что тостер в кредит ты вряд ли будешь покупать, а вот неожиданно решить поменять машину вполне возможно. Кстати, по-моему, про автокредит, на автокредит, по-моему, не распространяется, да, этот самозапрет? Все верно. Самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы, а также на получение кредитных карт. На ипотеку, на автокредиты и на займы, на получение образования с господдержкой услуга не распространяется. А если, например, связано, потому что есть залог, да, получается? Да, если, например, вот финансовая организация все-таки выдаст кредит на имя человека, вот, который установил самозапрет, что будет в этом случае? Если финансовая организация заключит договор с установленным самозапретом у гражданина, то в этом случае человек имеет право не исполнять обязательства по такому договору, даже если банк переуступит права требования третьим лицам. Более того, информацию можно будет снять с кредитной истории. Ну, очень удобно. Чего себе? Да, если видишь, это тоже халатность сотрудника банка может стать твоим выигрышем и обогащением. Но в любом случае, как вы отметили, если банк, сотрудник открывает кредитную историю, да, прежде чем выдать кредит, там уже стоит галочка, что установлен самозапрет. То есть его нельзя пропустить. Все верно. Перед выдачей кредита банки обязаны проверять сначала кредитную историю на наличие действующих ограничений. В случае, если отметка проставлена в кредитную историю, то банки обязаны отказать в этом случае в выдаче кредита. А кто может подать заявление и как получается, также кто может подать его на снятие? То есть могут быть ли это представители по доверенности, там третьи лица, близкие родственники? Заявление может быть подано лично физическим лицом, законными представителями несовершеннолетних детей
и, конечно же, представителями дееспособных или недееспособных граждан, Мгм. то есть ограниченно дееспособных. Ага. Ну, то есть, получается, в принципе, доверенности возможно, если нет возможности подать. Ну, из документов требуется, конечно, паспорт СНИЛС для физического лица. Дополнительно для представителей это свидетельство о рождении для родителей и акт из органов опеки, если вот так это, например, вот. И вот, допустим, если, я вот даже не знаю, если в госуслуги, через госуслуги самозапрет ставится, это сразу практически день-день, да? На следующий день. На следующий день. На следующий А день. если через МФЦ? Через МФЦ такие же сроки рассмотрения. То есть устанавливается самозапрет на следующий день, но снимается через 2 дня только после того, как вносится информация в кредитную историю. Нет, ну вообще это правильное решение, потому что действительно человек может спонтанно под действием. Мы буквально вчера разговаривали на тему мошенников, и бывает так, что люди, они как под гипнозом, да, то есть никто их не может остановить, и они могут, конечно. Не, ну и сам факт введения в заблуждение, то есть, может быть, если классические какие-то варианты мошенничества, то там вообще человек не знает, что берут на его имя кредит. То есть просто сообщает пароль, и все. Ну, я думаю, для наших телезрителей, да, где и как можно подать заявление на самозапрет. Как упоминалось ранее, чтобы подать заявление на самозапрет, можно подойти лично в офисы центров «Мои документы» и бумажно подать заявление на установление или снятие. В том числе можно также оформиться электронно через портал госуслуги. Ну и давайте напомним, как записаться в центр «Мои документы». Ага. Для того, чтобы подать заявление через офис центров «Мои документы», вы можете записаться на прием через портал mfc-saha.ru или позвонив по номеру контактного центра 8 800 100 ровно 22 16. Спасибо большое, Диана. Всегда очень полезная информация. Будем надеяться, что сегодня с утра она пригодилась нашим телезрителям, потому что тема, правда, актуальна, особенно для старшего поколения и детей. Правда, кстати, вот о детях я не подумала, что подростки тоже сейчас, имея паспорт, могут уже брать кредит. То есть, да. Вот такое хорошее дело. Спасибо вам большое. Ну и напоминаю, что это работает уже с 27 августа. Ну а если говорить о датах, то давайте узнаем, какие даты и события связаны с днем сегодняшним. На календаре 2 сентября. Сегодня отмечают День Российской гвардии. По народному календарю Самойлов день. В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. В лесах уже появлялись первые зимние опята. На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой. Этот день в истории в ЦИК учредил Реввоенсовет Республики РВСР. Введен почетный знак различия высших воинских званий «Маршальская звезда». Подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, день завершения Второй мировой войны. В этот день родились Джон Говард, британский филантроп, Эстебан Хосе Эчеверия, аргентинский поэт, писатель, общественный деятель, Фредерик Содди, английский радиохимик, нобелевский лауреат, Иван Новгородов, археолог, краевед, этнограф, музейный деятель, заслуженный работник культуры РСФСР и ЯССР, Александр Казанцев, советский и российский писатель-фантаст, Евгений Леонов, советский актер театра и кино, народный артист СССР, Андрей Петров, советский и российский композитор, народный артист СССР, Валентин Гафт, советский и российский актер театра и кино, писатель, народный артист РСФСР, Елена Проклова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор. Вообще очень всегда интересно узнать, какие даты и события связаны с тем или иным днем. А вот если связать историю утра, то можно поговорить о зубной щетке. Ее прообразом была деревянная палочка, растрепанная на одном конце и острая на другом. Острым концом убирали остатки пищи между зубов, а другой конец жевали, чтобы древесное волокно счищало налет. Щетку изготавливали только из определенных пород деревьев, которые содержали много эфирных масел и способны были дезинфицировать. Щетка, получается, была функциональнее современных. Да, действительно, практически 3 в одном. И зубная паста не нужна. Ну а более-менее привычную нам щетку придумали в Китае в 15 веке. Несмотря на то, что это ежедневный привычный ритуал, чистить зубы нужно правильно. Далее мы расскажем вам, как чистить зубы ребенку. Чистка зубов – это не просто ежедневная рутина. Это важный ритуал, который закладывает основы здоровья на всю жизнь.
Но как сделать так, чтобы ребенок полюбил этот процесс? Ведь для многих родителей утро и вечер превращаются в настоящую битву за улыбку. Секрет прост. Превратите чистку зубов в игру. Выберите яркую зубную щетку с любимым персонажем малыша. Пусть это будет его маленький друг, который помогает бороться с кариозными монстрами. А паста с приятным вкусом станет волшебным эликсиром, который дарит свежесть и силу. Покажите ребенку, что чистка зубов – это весело. Включите любимую песенку на 2 минутки, чтобы время пролетело незаметно. Или устройте соревнование, кто лучше почистит зубы. А может, вы вместе нарисуете календарь, где каждый будет отмечаться яркой наклейкой за успешно выполненную миссию. Не забывайте и про личный пример. Дети обожают подражать взрослым. Чистите зубы вместе, показывая, как это важно и интересно. И, конечно, хвалите малыша за каждую попытку, даже если сначала что-то не получается. Помните, любовь к чистке зубов – это не только залог здоровья, но и маленький шаг к самостоятельности. И кто знает, может, именно с этой привычки начнется большая история успеха вашего ребенка. Ну, вот очень интересная информация вообще, что зубы нужно чистить, но хотелось бы еще подробнее. Потом, помнишь, как раньше в детских книжках рассказывали, там, такими-то движениями, там, столько-то раз. Сколько раз нужно было прочищать зубы, помнишь? Ой, я не помню, потому что потом буквально информация, да, к стоматологу ходил, оказывается, еще какие-то круговые движения надо делать. В общем, крайне полезная информация, мы к ней еще обязательно вернемся, потому что освежим свою память. Но вот вообще подготовка к 1 сентября включает в себя, то есть план дня ребенка, то есть ты планируешь, там, столько-то он встает, столько чистит зубы, столько завтракает, столько мы одеваемся. Сейчас это все побыстрее, потом это увеличивается в зимний период, если нужно пешком, особенно идти для школы. Но вот, а у тебя как занимала подготовка к 1 сентября? Вот ты готовил подарки, не знаю, сюрприз? Нет, ну, в целом мы ограничились, ну, понятно, покупка школьной формы, принадлежностей, а вчера, ну, взяли тортик и в семейном кругу отметили, поздравили. То есть все-таки это праздник? Ну, конечно, начало учебного года всегда, я думаю, праздник. Ну, вот это здорово. Ну, вот, кстати, согласно статистике, в России уже не 1-й год растет интерес к книгам. Мы о чем? Помимо этого, снова возвращается мода на использование книг в качестве подарка. Вот, кстати, если вы еще не делали подарок к началу учебного года, это тоже актуально. Да. Ну, а, кстати, цитата «Книга – лучший подарок» полностью звучит так. Книга – лучший подарок, потому что это не только подарок, но еще и книга. И наша рубрика «Книжная полка» расскажет об очередном произведении. Приветствуем, дорогой зритель! Сегодня вместе с тобой я бы хотела окунуться в сборник рассказов под авторством канадского писателя Эрнеста Сеттона Томпсона. Сейчас у меня в руках лишь одна книга из всей серии. Она называется «Лобо» в честь персонажа первого рассказа. О нем мы еще немного позже поговорим. Всего в этой книге 5 рассказов. «Лобо», «Красношейка», «Вулли», «Дикая утка» и «Отчего синицы раз в году сходят с ума». Ну что ж, давайте приступим. Далеко на севере, в штате Нью-Мексико, есть земля, именуемая Курумпа. Долина высоких холмов, богатых пастбищ и немногочисленных потоков, которые впадают в реку Курумпа. Она и дала название всему краю. Королем этих земель являлся старый серый волк, которого местные жители прозвали Лобо. Лобо был гигантских размеров, и он возглавлял небольшую стаю волков, которая уже много лет расхищала местных жителей Курумпа. Хоть и Лобо был очень хитер и силен, все равно в его стае было всего 5 волков. Возможно, из-за его свирепого характера, а может быть, он и сам не хотел. Один из них был даже больше так немаленького Лобо, но все равно уступал ему в силе. Другая, белая волчица, которую мексиканцы прозвали Бланкой, по слухам являлась его подругой. Был еще желтый волк, который бегал настолько быстро, что, говорят, не раз достигал бегущую антилопу. На протяжении 5 лет они каждый день приходили и съедали по одной молодой тёлке. По меньшим расчетам, за эти 5 лет они съели более 2000 особей, возможно и больше. Любой пастух земель Курумпа отдал бы вам много молодых бычков за голову любого волка из стаи короля. Но какие капканы бы они ни ставили,
какие приманки бы ни придумывали, казалось, волков это лишь смешит. И так было ровно до тех пор, пока в долине Курумпа не появился человек, от лица которого и ведется данная история. То, что мне нравится в произведениях и рассказах Эрнеста Сеттона Томпсона, это то, с каким трепетом он относится к своим произведениям. Если мы углубимся в его биографию, мы сможем узнать, что он с самого детства любил наблюдать за животными, за их повадками, взаимоотношениями. И главной целью его рассказов является то, что животные также способны на чувства и свои особые взаимоотношения. Данная книга является тому хорошим доказательством. Ну а на этом у меня все. Желаю всем всего самого наилучшего и до скорых встреч! Очень интересная книга, мне кажется. Вот с утра бы еще книжку прочитать, но вот порой утром бывает так мало времени, что хватает только на чашку быстрорастворимого кофе. Но можно распределить свое расписание таким образом, чтобы к рабочему дню подготовиться, в том числе и с приятными ваннами. Как сделать принятие ванны еще более приятным и бодрящим, расскажет наша рубрика «Ароматы утра». Утро доброе! С вами Эрика Сысоева, и мы продолжаем погружаться в мир эфирных масел. Интересно, можно ли принимать ванны с утра? Да, если ванна вас будет освежать и препятствовать усталости в течение дня. Если перед вами стоят задачи быть активным в течение дня и много-много задач, целей. Давайте разбираться, какие масла вам помогут достичь этих задач. Если мы возьмем масло розмарина и грейпфрута, допустим, розмарина 4 капли, грейпфрута 2 капли. И здесь важно понимать, что мы не можем в воду добавлять эфирные масла. Нам нужен будет сольвент. Это могут быть сливки 10% или 20%. Такой состав вам поможет еще дополнительный уход обеспечить коже. Возьмите 50 граммов сливок, добавьте туда 4 капли розмарина и 2 капли петитгрейна. Розмарин считается маслом, который препятствует усталости, он дарует бодрость и он позволяет быть сконцентрированным. А петитгрейн, он дарует энергию, это цитрусовые эфирное масло. Также петитгрейн снимет излишнее напряжение. Или вот еще один вам рецепт: розмарин и грейпфрут. Тоже грейпфрут, цитрусовое масло, он дарует радость, радостную энергию. Когда мы радостны, наши дела получаются легко и эффективно. Либо возьмем масло розмарина, сосны и тимьяна. Тимьян является антибактериальным маслом. Если вы немножко простужены или чувствуете, что у вас недостаточно энергии, возьмите тимьян 2 капли или 1 каплю, сосну 2 капли и розмарина 4 капли. Если у вас не оказалось под рукой сливок, то вы можете взять за основу мыльный раствор. Но будьте внимательны, если вы уверены в составе своего раствора, потому что эфирные масла, они способны доносить до клетки прицепом и другие компоненты. Будьте бодрыми, найдите 15 минут с утра на ванну, и это вас освежит и зарядит энергией. Доброго утра! Как ты думаешь, совет вообще ванну с утра перед работой принимать? Вот знаешь, если ты работаешь с 10 и встаешь в 6, наверное, да, это очень актуально. А вот если ты работаешь с 9 и встаешь в 8 утра, то, боюсь, ты не успеешь. Вот, знаешь, становится актуальным тема: вот была бы у меня ванна на работе.
Ну, так, в перерыв так забежал, налил масла, взбодрился и побежал работать дальше. Вот это, по-моему, Я самый лучший представляю вариант. очередь сразу в этот кабинет с ванной. Но в целом, действительно, да, если ну, как бы расписание свое, режим дня подработать, то есть ну, вставать на полчаса раньше, но зато принимать ванну. Да? Но здесь еще, знаешь, нужно подумать, с кем ты живешь. Вот представь, у тебя там 3-4 детей, одна ванна, и ты такой с утра, я ничего не знаю, у меня график. Я не знаю, это слухи или что. В Японии за экономией воды моется сначала самый старший, типа дедушка, потом взрослые, а потом уже дети. Не знаю, надо уточнить этот процесс, но я бы точно тогда жила одна. Ну, после ванны, да, мы, конечно, утро в основном встречаем на кухне, да, готовя себе и близким завтрак. Ну и главный инструмент при этом, несомненно, является нож. Верна ли фраза «каков нож в доме, таков и хозяин» мы точно не знаем, но подскажем, как правильно и в бытовых условиях заточить кухонный нож. И отсутствие претензий супруги, который им потом что-нибудь режет. Здравствуйте, друзья! Самый популярный, самый нужный, самый необходимый в быту столовый прибор, а может быть даже инструмент, если вы находитесь где-то на свежем воздухе или активно отдыхаете, это, безусловно, нож. Нож может быть кухонным, охотничьим, туристическим и прочие другие вариации ножей существуют. Сегодня мы посмотрим, как правильно, быстро и, главное, очень просто заточить обычный кухонный нож. Для того, чтобы пользоваться кухонным ножом, не нужна хирургическая точность, тем самым не обязательно использовать какие-то супер-пупер навороченные средства для заточки ножей. Можно обойтись обычным точильным камнем, он еще называется брусок. Сейчас я покажу, как это нужно делать. Перед тем, как точить, брусочек необходимо немножечко смочить водой. Не сильно, но вот таким образом мы его поливаем водичкой. Говорят, это для того, чтобы скольжение было лучше. Обрабатываем. Обратите внимание, у меня брусок двухсторонний, он двухцветный, это значит, что две разные его поверхности имеют разную шероховатость. Сперва необходимо точить нож на более шероховатой, более зернистой стороне, и потом уже дорабатывать на более гладкой. Здесь сразу расскажу о парочке ошибок. Многие точат вот так вот, это немножечко неверно. Многие точат вот так вот, это также немножечко неверно. Точить необходимо вот таким образом. От рукоятки выставляем примерно угол на глаз и делаем движение, как будто бы мы срезаем этот брусок, как будто бы мы его строгаем от рукоятки к кончику. От рукоятки к кончику. Стараемся держать угол постоянный, потому что если у нас угол будет по отношению к брусочку лезвия меняться, то заточка будет немножечко неровной. Здесь еще один важный момент. Нужно чередовать движения левой и правой стороной ножа, потому что если мы будем бесконечно точить одной стороной, вот так, например, и потом через 2-3 движения другой, то заточка может быть немножечко неровной. Раз, два, раз, два, раз, два. Нож у меня попался достаточно тупой, чтобы его заточить до идеальности, наверное, понадобится немного времени. Но сейчас мы попробуем его привести хотя бы в работоспособное состояние. После того, как мы использовали крупнозернистую сторону брусочка, мы его переворачиваем и начинаем точить на более с мелкой зернистостью. Со временем, когда вы будете точить по нескольку ножей в день или хотя бы раз, два, три в неделю, безусловно, навыки у вас приобретутся. Еще раз повторюсь, самое главное здесь использовать, не терять угол. Нам необходимо заточить всю поверхность ножа, потому что в быту, особенно на кухне, используется полностью вся поверхность лезвия от кончика до рукоятки. Занятие это несложное, посильно даже, я думаю, людям, которые с этим впервые столкнулись. И самое главное, что не нужно никаких особых специальных приспособлений. Ну, нож стал чуть более острым, проверяем его на помидоре. Многие режут для проверки остроты ножа бумагу, но в этом нет необходимости, ведь в обычной жизни мы не режем бумагу, а вот помидорки отлично будут резаться. Ну, таким образом. Таким способом можно заточить не только кухонные ножи, но и обычные перочинные, например, туристические. Также прикладываем нужный угол, смотрим и делаем такие же движения
от рукоятки к кончику, как будто бы мы хотим этот брусочек настрогать. Кухонный нож для того, чтобы приготовить себе бутерброд, намазать маслом, порезать помидорку можно буквально за считанные минутки. Итак, проверяем его на помидорке без всяких замятий. Прекрасно, можно кушать. Что ж, друзья, держите ваши ножи всегда в остроте. Будьте здоровы, хорошего вам дня и прекрасного настроения. Всего доброго! Высокая температура у ребенка – это всегда тревожный звонок для родителей. Паника, вопросы «почему» и «что делать» буквально парализуют. Но всегда ли причина в банальной простуде? Оказывается, нет. Наш следующий сюжет – это гид для взрослых по самым частым и неочевидным причинам детского жара, советы педиатров и алгоритм действий в следующем материале. Доброе утро! Высокая температура у ребенка до 3 лет – это повод для паники у молодых родителей. Больше всего их пугает и сбивает с толку, когда столбик термометра поднимается до высоких цифр, а никаких других болезней и симптомов нет. Рассмотрим возможные причины внезапного подъема температуры и определимся, что делать, когда у вашего малыша только температура и больше ничего. Высокая температура 38-39 градусов и больше запускает процессы выработки интерферона, специального белка, который активизирует систему защиты организма. Также организм может среагировать лихорадкой на боль, перевозбуждение, стресс. Иногда ребенок ни на что не жалуется, однако какое-то время, от недели до месяца, живет с температурой 37,5 или чуть ниже. Ее называют субфебрильной. Иногда это говорит о скрытых проблемах. Грудные младенцы и дети до 3 лет – особый случай. Терморегуляция их тела еще плохо налажена, иногда в ней случаются сбои. То низкая температура на недолгое время, то, наоборот, повышенная. Считаются вариантами нормы. Обычно уже к концу 1-го дня после повышения температуры симптомы болезни обязательно проявляются. Не лечите болезнь на опережение, не давайте малышу антибиотики или другие сильнодействующие лекарства. Не сбивайте жар, обтирая ребенка уксусом, спиртом или водкой. Это может вызвать токсическое отравление. Холодная ванна тоже противопоказана. Малыша лучше опустить в воду с температурным показателем 36,6. Этого достаточно, чтобы снизить гипертермию. Самые распространенные причины жара – это респираторные вирусы. Острые респираторные вирусные инфекции или простуда считается самой частой причиной, вызывающей резкое бессимптомное повышение температуры. Энтеровирусы. В народе эту группу называют кишечным гриппом. Такие инфекции стоят на 2-м месте по способности вызывать внезапную лихорадку. Через день появится насморк, кашель, а также желудочное расстройство, рвота. Также перегрев. Температура может подскочить, если ребенок долго находится на солнце или в душном, жарком помещении, бегал, прыгал, был одет чрезмерно тепло. Также причиной температуры может быть прорезывание зубов. С такой проблемой может столкнуться и 4-месячный младенец, и ребенок 9 месяцев, и годовалый малыш, и 3-летний. Ведь зубы прорезываются в первые 3 года жизни. Это лишь самые распространенные причины появления жара у детей первых лет жизни. Однако существуют гораздо более серьезные заболевания, симптомом которых служит высокая температура. Это инфекция мочевыводящих путей, атипичная пневмония, герпес вирус и даже туберкулез. Теперь вы знаете о температуре практически все. Будьте здоровы! Ну и, конечно, мы желаем нашим телезрителям не болеть и быть всегда здоровыми. А также спешим рассказать о самых актуальных новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире.
Торжественная линейка накануне также прошла и в 29-й школе Якутска. Впервые за парты сядут 180 первоклассников. Ну а всего в школе учатся более 1400 учеников. В этом учебном году для них открылся новый профиль обучения, естественно-научный. В декабре прошлого года, напомню, завершилось строительство нового полностью оснащенного корпуса на 350 мест, что позволило расширить образовательную программу и улучшить ее качество. Реализация объекта прошла в рамках национального проекта образования. Я хочу отметить, что пройдя вот сейчас после торжественной части по территории этого корпуса, хочу отметить, что самые высокие стандарты современные здесь реализованы, применены все новейшие технологии, ну и, конечно, оснащение классов просто самого высокого уровня. Это касается и обычных классов, и специализированных классов химии, классов информатики, цифрового развития. Ну и, конечно, наконец-то у школы есть свой великолепный актовый зал, который я бы назвал больше кинотеатром суперсовременным, потому что действительно оборудование, оснащение самого высокого уровня. В День знаний в Якутском педагогическом колледже открылся кластер «Педагогика» федерального проекта «Профессионалитет». Старт программы способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, которые уже на старших курсах имеют возможность трудоустроиться в школы. Важной частью кластера стало сотрудничество с образовательными организациями и учреждениями дополнительного образования. С этого учебного года первокурсники начинают обучение по новым образовательным программам. В рамках проекта все учебные кабинеты обновлены и оснащены современным оборудованием. Открыты 9 зон по видам профессиональной деятельности. Подготовка будущих кадров ведется под заказ предприятий, в частности наших заказчиков, и по тем программам, которые практикоориентированы. Тем самым наши студенты уже на старших курсах имеют возможность получить уже профессиональную подготовку в рамках школы, трудоустроиться. Ну и, конечно, это показатели по трудоустройству. Если в прошлом году у нас по педагогическим направлениям трудоустройство по специальности достигало 53%, то при реализации данного проекта стоит амбициозная задача достичь 75% трудоустройства. Россияне уже с сентября смогут отказаться от массовых обзвонов. Такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников. Отказ можно оформить через личный кабинет на сайте или в приложении мобильного оператора. Кроме того, всероссийские операторы связи будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отражалась на мобильных телефонах абонентов. Напомню, закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Правительство также подготовило и второй пакет мер против мошенников, который предполагает в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Высокий уровень ординатуры в Якутии – это давно уже не секрет. В далекой якутской земле, где мороз рисует узоры на стеклах, а солнце зимой лишь ненадолго показывается из-за горизонта, уже написано множество историй иностранных студентов, которые успешно обучаются на базе нашего Северо-Восточного федерального университета. Молодой доктор-офтальмолог из солнечного Зимбабве, получив диплом, принял решение, которое удивило многих. Он выбрал для ординатуры суровую и прекрасную Якутию. Прямо сейчас узнаем почему. Брэндон Таванта Мадува, или проще доктор Брэндон, прилетел в Якутию всего месяц назад. Проходит практику в офтальмологической клинической больнице Якутска. После окончания Кировского мединститута перед выпускником из Зимбабве встал вопрос, куда поехать работать. О Якутии Брэндон узнал от знакомых, которые учились здесь. И не прогадал. Узнал, что тут вообще очень хороших специалистов, больница очень хорошие и много оборудования, специалистов на мировой уровне вообще прямо. Операции тут, которые делают, очень хорошие, высокотехнологические, медицинские помощи указывают каждый день. Более 3000 операций делают на глаза, только чисто операции. Это очень хорошие цифры, я бы сказал. Я тоже сам хочу стать хорошим доктором, не только хорошим, но один из лучших. Если ты хочешь стать лучшим, надо учиться у лучших. Будущего врача коллектив офтальмологической больницы принял радушно. Во всем помогает и поддерживает.
тепло мне принимали и относятся ко мне очень хорошо. Они вначале там спрашивали, есть ли у тебя какие-то сложности в понимании, ну, в языковой такой, ну, нюанс, если будет, обращайся, не стесняйся, мы все тебе объясняем, мы все тебе расскажем. Ну, это очень хорошо. Опыт работы Республиканской офтальмологической клинической больницы во взаимодействии как с иностранными студентами, так и со специалистами из других регионов России широкий. Достаточно вспомнить Стефана Георгиева, который сейчас является заведующим отделением в Тульской больнице скорой медицинской помощи. В данное время действующим врачом в приемном отделении проходит и гражданин Алжира и России Саях Мухаммед. Также особое внимание выделяется и подготовке будущих кадров, как в случае с Брэндоном. Вот к нам приехал наш коллега с Зимбабве Брэндон, который проходит ординатуру на базе базовой кафедры офтальмологии в Северо-Восточном федеральном университете. И самое важное, когда я у него спросил, почему он выбрал Якутию, он сказал, что у меня здесь училась сестра, и многие говорят, что здесь очень высокое качество образования. Это большая заслуга наших врачей, наших педагогов Северо-Восточного федерального университета, что они передают свой опыт, и я уверен, что из Брэндона получится хороший специалист, с учетом того, что мы наблюдаем, как он общается и с пациентами, как много читает, заодно и наши коллеги тренируют английский язык, он узнает для себя что-то новое. И благодаря такому взаимному обмену опытом мы получаем специалистов и в центральных регионах, и в других странах, которые тепло отзываются о Якутии. Я думаю, это очень важно. Пациенты с любопытством реагируют на доктора Брэндона, задают вопросы и с интересом слушают его истории о приезде в Якутию. В планах у будущего врача познакомиться с якутской национальной культурой ближе и попробовать местную кухню. А если хорошо перенесет нашу зиму, планирует остаться, жить и работать здесь. А сейчас в ближайшее время, конечно, на протяжении времени учебы, а если зимой очень хорошо переношу, это значит, я могу надолго еще остаться работать, потому что тут учился, если получил хорошее образование, надо тоже обслуживать народ и лечить, и помогать. Наверняка она слышала, что здесь очень холодно. Да. Как морально готовы пережить холода? Морально, да, я себя пытаюсь подготавливать. Ну, я уже 6-7 лет уже жил, ну, там, где тепло. Но я считаю, что я до какого-то степени закаленный, я бы сказал. Но минус 60, конечно, это уже совсем другой уровень. Но посмотрим, как будет. Но купил, конечно, теплые одежды, унты уже на месте, так что... Это самое главное. Да, самое главное. Желаем Брэндону освоить все навыки и получить хороший опыт. И, конечно, стать высококлассным специалистом. Катерина Винокурова, Илья Сыромятников, Якутск. Ну, на базе Северо-Восточного федерального университета развивается в том числе и наука. Университет вместе с коллегами из российских вузов и научных институтов приступил к реализации нового проекта Российского научного фонда. Он посвящен изучению и сохранению языков и культур народов Севера и Арктики. В проекте работают специалисты разных областей, от лингвистов и этнографов до ученых по искусственному интеллекту и большим данным. В рамках проекта в Северо-Восточном федеральном университете проведена школа «Современные методы исследования языков и культур Арктики». Руководителем школы является профессор университета Чикаго Ленора Гренобль, заведующая лабораторией лингвистической экологии Арктики. И сегодня Ленора у нас в студии. Доброе Здравствуйте. утро. Доброе утро. Ну, вот так вот общаешься, и даже не сразу понимаешь, что вы изучали русский язык. Ну, спасибо огромное. Я не знаю, вот вы сейчас услышите какие-то моменты. Да, это но точно. все равно как-то сразу не бросается в глаза, очень успешно. А вот как вам это удалось и вообще вот чему посвящена работа школы? Ну, что касается моего знания владения русским языком, вот могу сказать, что я уже давно изучаю его, вот по специальности я славист, и уже много лет я первый раз приехала в Советский Союз в 1979 году в Ленинград, вот, и была там на стажировке, поэтому я уже давно знаю русский язык и должна говорить даже лучше. А что касается нашего проекта, мы изучаем, как вы уже сказали, вот, культуру и языки народов Арктики и Севера. Вот.
в республике Саха-Якутии и на Чукотке в основном. Ну, основная тема это, конечно, в сохранении языка. Вот какая работа ведется по его возрождению, есть ли примеры? Ну, мы тут у вас в республике разные языки, на которых все говорят. То есть почти все, насколько я могу судить, двуязычные, билингви. Вы говорите по-якутски и по-русски. Ну, есть, мы уже замечаем, что происходит так, как называемый языковой сдвиг, когда дети уже не говорят на родном языке, а переходят к другому. К сожалению, даже вот якутскоязычные дети иногда не говорят по-якутски, то есть якутии не говорят, а уже предпочитают иногда русский язык. А что касается коренных языков, то есть языков коренных народов республики, вот уже мы, к сожалению, находим большие процессы, скажем, языкового сдвига, потому что они не говорят на своем родном, говорят по-якутски или по-русски. Вот, это и есть. Вот. Поэтому наш проект старается, во-первых, изучать, кто как говорит. Мы более-менее хорошо понимаем причины языкового сдвига, ну, еще понимать языковые практики. Вот расскажите, как изначально вы пришли к исследованию исчезающих языков именно коренных малых народов? Но это уже давняя история. Когда, я не знаю, насколько вы знакомы с нашей системой образования в Штатах. Ну, приблизительно, да. Да. Значит, вот молодой профессор переходит, вот, ну, работает в университете 6 лет, и вот в течение 7-го года вот, надо решить, получит ли этот профессор постоянное место, постоянное в смысле tenure, это называется по-английски, на всю жизнь, до пенсии. Я получила tenure, вот я получила постоянное место, и я решила, что, имея в виду, что это, на мой взгляд, большая привилегия и большое достоинство, что мне надо отдать людям что-то. И как раз в это время лингвисты по всему миру стали заниматься именно проблемами исчезающих языков, и я решила, вот, имея в виду, что это было как раз, я получила tenure как раз после распада Советского Союза, тогда вот стала возможность здесь работать, и я выбрала ваш север. Здорово. Очень интересно. Но скажите, а что означает лингвистическая экология? Лингвистическая экология, это же, ну, туда входит все, вот, ну, всякие стороны, скажем, человеческой жизни. Там люди, как они говорят, в разных положениях в обществе. Ну и к тому же окружающая среда, там и физическая окружающая среда, как в городе, и на природе. Туда все входит, потому что все эти факторы влияют и на человека, и на использование языка. Ну, вот если сохранить языки можно тем, чтобы документировать, да, то есть записать, там, как произносятся слова, что содержит, а как добиться, чтобы они продолжали жить? Вот, да, это, конечно, очень, может быть, даже самый горячий вопрос, надо сказать. Ну, сохранить, как документировать, это более-менее ясно. Да. А восстановить и возрождать язык, для этого нужен интерес. Вот главный носитель языка или будущих носителей, главное, чтобы они говорили на этом же языке. Это не так тяжело, когда есть еще носители. Но очень часто это более старое поколение, бабушки, дедушки. А когда вот уже никто не говорит на каком-то языке, можно восстановить, но за этим стоит очень большой труд. Например, каким образом? То есть распространять литературу на этом языке, проводить какие-то общественные мероприятия, посвященные языку. Вот как добиться, чтобы у людей возник интерес к изучению? Ну, вот мы вот стараемся вот именно вот возникнуть интерес, и поэтому я очень рада и благодарна, что вы меня пригласили сюда, чтобы люди поняли, настолько вот ценно просто говорить на языке. Очень часто родители боятся, что если ребенок говорит на 2 языках, что ему будет плохо. На самом деле все наоборот. Хотя, может быть, совсем молодой, ну, младенец, немножко попозже начнет говорить, заговорит, да? Это из-за того, что у него 2 языка, но как только заговорит, у него будет 2 языка, и это очень хорошо влияет на мозг, на физическое состояние
и на психологическое состояние человека. Это большой дар ребенку. Вы также упомянули такой термин, как языковой сдвиг. Что это такое? Ну, языковой сдвиг это обычно воспринимается как, вот, когда почему-то, по разным причинам, молодое поколение не говорит на своем родном языке и просто бросает. Очень часто это бывает потому, что родители перестают говорить с ними вот на этом языке и вместо того выбирают какой-то другой язык. Обычно это, ну, как мы говорим, большой язык. Они выбирают русский язык, английский язык, испанский язык. И поэтому, когда дети не говорят, это уже, дети это же будущее. Это будущее, конечно, нашей жизни вообще, но и будущее языка. Да. Насколько слов о молодых ученых, вот, какие видите успехи и сдвиги в их работе, и вот как сменяются поколения, насколько они заинтересованы в развитии данной проблемы? Ну, у нас молодые очень заинтересованы, потому что они уже сами видят, они сами... Я думаю, что вот сегодняшнее современное молодое поколение очень хорошо понимает, что стоит за языком, в смысле, что язык — это не только средство коммуникации, да, а это знак идентичности, это уже путь в культуру. Вот, поэтому они очень ценят свой язык и радостно с нами работают. Вот. К тому же у нас международные связи, мы работаем на международном уровне, поэтому очень интересно просто. Ну, как минимум пообщаться друг с другом. другом, вот именно. Обменяться опытом. Да. Ну, а что бы вы посоветовали родителям? Вот у нас сейчас начинается школа, все-таки есть школы национальные, где прям преподают предметы на родном языке, есть школы общеобразовательные, где есть языки как иностранные, есть родной язык как дополнительный. Вот как поступить, если ребенок все-таки пока не говорит совсем? Ну, вряд ли не говорит совсем. Ну, в смысле, не говорит на родном языке, да. Ну, я думаю, что вот, во-первых, вот хорошо бы просто подтолкнуть этого ребенка немножко и говорить дома. Вот главное, конечно, когда родители дома говорят. Подают пример. Да, и не только, вот они таким образом дают язык. Даже вот если ребенок не говорит, а отвечает им на русском языке, все-таки понимает, и потом ему будет легче сориентироваться и получить, вот, будет легче заговорить, скажем. Спасибо. Огромное спасибо, что пришли в гости. Будем с нетерпением следить за успехами, ну и активно интересоваться вашей работой. Спасибо вам, спасибо. Ну, дорогие друзья, мы желаем вам отличного утра и увидимся с вами завтра в это же время. До новых встреч.